Стартовал дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное». Самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня к нему присоединились более 3000 жителей Республики Коми, 523 семьи. На сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задачи разного уровня сложности на самые разнообразные темы. Анастасия Тюрнина познакомилась с 2 семьями и расскажет, какие задания они уже прошли. Поймите, давно вы такого дракона хотели. Семья Булговых и Лемешко репетируют творческий номер конкурса. Выбрали эту песню неспроста. Наступающий 2024 по восточному календарю год дракона. ВКонтакте увидела информацию про этот конкурс. Сама нахожусь сейчас в декрете. Много свободного времени и подумала, что как раз 3 поколения, и у нас есть отличная возможность объединить, что бабушку пригласила, маму, супруга и младшего брата. Все люди активные, готовы поучаствовать и в разных и спортивных, и творческих, все мы творческие. Муж у меня тренер, и поэтому подумала, что в принципе как раз нам конкурс это подходит. Одни задания даются проще, другие сложнее. Из пройденного приготовления блюда. Семья заквасила на зиму капусту. Все дружно записали визитку, приветствие, зарядку и поучаствовали в веселых стартах. Там было очень весело. Мы играли в игру «Дракон». Это надо было завязываться вместе и ходить такими завязанными людьми 3. Подбегать к месту, откидывать мяч в стену и ловить. Бегать с картошкой на ложке. Это мне больше всего запомнилось. По правилам в конкурсе могут принять участие команды из 4 и более родственников, среди которых есть представители не менее 3 поколений. По словам мамы Елены Лемешко, это не просто состязание, а объединение семьи. Мы и так часто видимся, но как-то поодиночке, так. А чтобы вместе собраться и весело провести время, это редко. А тут мы собираемся и веселимся. Главное условие всех заданий – выполнять их должны все члены семейной команды. Даже если родственники проживают в соседнем городе или регионе, их все равно нужно подключать к выполнению испытаний онлайн. Для репетиции спортивного задания семья Кожевиных собралась на одном из стадионов столицы. Прогулка на лыжах – их семейная традиция. Мы строим дом, и я бы сказал, почему бы и нет. То есть как раз на такое великое дело нужно сплотиться, чтобы каждый друг другу помогал, чтобы мы быстрее все это сделали. Так сказать, семейное гнездо большое. И мы согласились все, почему бы нет. Хорошие конкурсы, интересные конкурсы. И как-то вся семья даже как-то действительно все как-то сплоченней. Участие в конкурсе порадовало не только родственников Кожевиных, но и друзей. Они с удовольствием готовы помогать в выполнении заданий. Сделали доброе дело наши мамочки, бабушки, свекрови. Убрались дома всей семьей, отметили вкусняшками. А на этих выходных скоро День матери. Будем дальше продолжать задания выполнять. Можно выполнить абсолютно все задания конкурса, а можно сконцентрироваться на тех, которые кажутся более интересными каждой семье. Это позволит участникам вспомнить и создать собственные семейные традиции, реликвии, обрести фамильные рецепты, составить семейную летопись, всей семьей выступить в роли изобретателей, заняться вместе спортом, придумать песню 3 поколений и сделать добрые дела. В 2022 году на заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» семью Скотковых из Самары поддержал президент России. В День знаний в этом году глава государства объявил о запуске проекта. Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 18 декабря 2023 года. На сайте этосемейное.рф. Участвуйте, не пожалеете. Анастасия Тюрнина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.